В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Энергетика без долгов. Обсуждается закон о списании задолженности за электричество. Течет крыша и в подвале вода. Коммунальные проблемы жителей улицы Гумская. Как точно предсказать погоду? 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. Рабочий проект закона, регламентирующий списание задолженности за потребленную электроэнергию, обсудили на совещании по энергетике, которое провел президент Абхазии Рауль Хаджимба. Что именно предлагает новый законопроект и какие меры планируются для повышения дисциплины в сфере оплаты за электроэнергию, расскажет Елена Лолова. Ситуация в энергетической отрасли остается тяжелой. Граждане не платят за потребленную электроэнергию, но при этом исправно пополняют баланс своих мобильных телефонов, сказал президент Рауль Хаджимба, заострив внимание на проблеме платежной дисциплины. Суммы за потребляемую электроэнергию в месяц зачастую меньше, чем оплата переговоров по мобильной связи, подчеркнул глава государства. Необходимо упорядочить систему учета за отпущенную электроэнергию. Нам надо будет думать о том, как правильно и эффективно использовать те возможности, пусть небольшие, но которые поступают из той же Российской Федерации по линии инвестпрограммы. Нам надо продумать и на предмет оплаты за потребляемую электроэнергию. Президент предложил пойти навстречу населению и списать все долги за потребленную электроэнергию. При условии, если абоненты в течение года погасят свои долги за последние 2 года и установят счетчики. Эти недоимки лежат достаточно серьезным грузом на плечах и государства, и самой структуры. Надеюсь на то, что здесь и население должно нам пойти навстречу, с учетом того, что не все так в части, касающейся социального характера, у нас все гладко, мы продумать должны вопросы и вот такого встречного движения друг к другу. По словам энергетиков, платежная дисциплина соблюдается там, где установлены наружные приборы учета электроэнергии. Устраняется так называемый человеческий фактор влияния на показания счетчиков. Потребители аккуратно платят за потребление энергии и экономно ее расходуют. В случае получения каких-либо дополнительных средств, предположим, если это речь идет о сегодняшнем совещании и так далее, и в случае, если движение будет обоюдное, как вы сказали, Рауль Джумкович, то действительно мы за достаточно короткие сроки, я думаю, что это порядка года, смогли бы и снизить потребление, что дало бы нам возможность проще проходить пиковые нагрузки в зимний период времени, плюс потреблять меньшее количество электроэнергии в случае дефицита воды в водохранилище Джварском и параллельно с этим извлекать, естественно, больше финансовых средств для решения текущих вопросов. Администрацией президента подготовлен рабочий проект закона о реструктуризации задолженности физических лиц за потребляемую энергию. В нем разработаны правовые механизмы по повышению дисциплины в сфере оплаты за электроэнергию. В соответствии с данным законопроектом предусматривается, чтобы реструктуризовать, списать задолженность за потребленную электроэнергию физическим лицам, которые используют приборы учета электроэнергии при условии погашения задолженности в течение 2016 года, задолженности за 2015 год, за предшествующий год. В дальнейшем реструктуризовать, списать задолженность за потребленную электроэнергию физическим лицам, которые не используют приборы учета, при условии погашения задолженности за 2 предыдущих года и установки в течение 2016 года приборов учета. Помимо амнистирования задолженности, законопроект содержит требования не выдавать лицензий и не предоставлять различных государственных услуг без справки об отсутствии долгов за электроэнергию. Также проект закона наделяет правом Черноморэнерго отключать злостных неплательщиков от сети. Законопроектом предусматривается наделить правом на бесспорное взыскание задолженности за потребленную электроэнергию по инкассовым поручениям с предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в случае, если имеют просроченную задолженность свыше 1 месяца, только в отношении юридических лиц. И также наделить правом Черноморэнерго и подведомственной его организации
даже в отсутствии договора на потребляемую энергию, в случае наличия задолженности свыше 3 месяцев, отключать в одностороннем порядке абонентов от сетей. Правительством Абхазии разрабатывается концепция развития топливно-энергетической отрасли, сказал на совещании премьер-министр Артур Миквабия. По его словам, абонплата покроет лишь часть текущих расходов госкомпании, но чтобы изменить ситуацию в энергетической сфере, понадобятся большие финансовые вложения. Елена Лоло, Алексей Агуха, Саид Агуха, Абхазское телевидение. Вопросы двустороннего сотрудничества Костромской области и Республики Абхазия обсудили заместитель губернатора области Павел Алексеев и торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц. На встрече в Костроме речь шла об увеличении взаимного товарооборота. Предприятия Костромской области готовы поставлять в Абхазию продукцию лесопромышленного комплекса, строительные материалы, минеральные удобрения. Перспективным также может стать сотрудничество в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Помянем тех, кто были с нами. Круглый стол под таким названием, посвященный мартовскому наступлению в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. Круглый стол объединил представителей ветеранских, общественных и молодежных организаций. Участники военных событий марта 1993 года рассказывали о пережитом, о подвигах своих погибших товарищей. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба и депутат парламента Сергей Шамба проанализировали причины срыва мартовской операции. В ходе обсуждения председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба подчеркнула, что эта военная неудача не сломила дух абхазского народа. Непосредственный участник мартовской операции, боец штурмовой группы «Ветерок» Зураб Хашба отметил, что мартовское наступление – трагедия, которая привела к победе. Похороны видного политического общественного деятеля, председателя Совета старейшин Константина Озган состоятся в пятницу, 25 марта. Как сообщает Государственная комиссия по организации похорон, гроб с телом покойного будет установлен в Доме культуры в городе Гудаута с 11 часов. После церемонии прощания в 14 часов состоится траурный митинг. Погрануправление ФСБ России в Абхазии, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии и погранотряды СГБ Республики провели совместный рейд в акватории Сухума. Проверяли, как соблюдается правовой режим, установленный в морском пространстве Абхазии, и наличие необходимых судовых документов. В ходе рейда были выявлены нарушения, квалифицированные проверяющими как незначительные. Рейд в море проводился на скоростном патрульном катере «Мангуст» дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Территория, прилегающая к нескольким домам по улице Гумская, как и состояние самих домов, вызывает недовольство жителей. Обращения в соответствующие инстанции пока не дали результатов, рассказывает Сария Смар. Разрушенные дворы, протекающая канализация, вышедшая из строя электрическая проводка. И это не весь перечень проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители нескольких дворов по улице Гумская. В таких условиях они живут здесь уже много лет. Во время дождей заехать во дворы возможно только на внедорожнике, а из-за отсутствия ливневых стоков здесь часто собирается мусор. В подвалах и сейчас стоит вода, что портит фундамент дома. Коллективное заявление в домоуправление с просьбой о помощи жители писали не раз, но так ее и не дождались. Общая коммунальная обстановка в наших дворах — это просто несовместимо с нормальным проживанием, так как у нас отсутствуют нормальные дворы, нормальное водоснабжение. То, что вы сейчас видите, это все было сделано усилиями местных жителей. То есть засыпали гравий, где-то что-то приводили в порядок. Но на наши проблемы никто не обращает внимания. Куда бы мы ни обращались, сколько раз бы мы ни говорили, сколько бы заявлений мы ни писали. Местные жители жалуются на то, что летом им приходится дышать пылью, а зимой страдать от сильной сырости. К тому же крыши 2 домов совсем недавно начали протекать. Валентина Журавлева со своим супругом всю свою жизнь прожила в этом доме. Самостоятельно починить протекающую крышу они не в состоянии. У нас течет крыша, причем настолько обильно течет, что приходится подставлять большие посудины. Я и мой муж, мы инвалиды 1 группы. Мы не в состоянии лазить на крышу, на чердак и сливать эту воду. Я обращалась в домоуправление.
к Алексею Алексеевичу, писала заявление, просила о помощи. Он обещал. Он говорит, нам не выделяют денег, у нас нет средств на это. Начальник второго домоуправления Алексей Богатели отметил, что проблема в этих домах достаточно серьезная. Дворы здесь необходимо залить бетоном, так как периодическое засыпание гравием не решит проблему. По словам Алексея Богатели, для того, чтобы здесь все привести в надлежащий вид, потребуется большая сумма денег. В план 2016 года у них уже заложена сумма на замену электропроводки и ремонт подъездов. По улице Гумской там на самом деле у них положение очень серьезное, а мы будем заниматься их подъездами, электрощитами. А то, что касается дворовой территории, там объем не маленький, то есть объем большой работы. Текущий ремонт это на сегодняшний день будет выполнять Горстрой, и заявление жильцов Гумской 248 я уже передал. В этих 3 домах по улице Гумская живет большое количество людей. Среди них несколько многодетных семей, пенсионеры, инвалиды войны. И каждый из них надеется на помощь со стороны государства. Ведь своими силами решить все проблемы они не могут. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Президент России Владимир Путин ответил на письмо абхазского школьника. Семиклассник Валерий Базаров, ученик Сухумской средней школы номер 3, написал письмо Путину, в котором попросил автограф президента России. Владимир Путин прислал школьнику свои фотографии с автографом. Подарок президента России абхазскому школьнику вручил посол России в Абхазии Семен Григорьев. Какая погода ждет нас завтра и в последующие дни? Ежедневно на этот вопрос отвечают синоптики. О солнечной, ясной или дождливой погоде нам становится известно благодаря работе метеорологических станций. А расшифровка данных – прерогатива синоптиков, которые отмечают свой профессиональный праздник. Об истоках развития метеорологии и особенностях работы метеостанции расскажет Асида Малия. Во Всемирный метеорологический день в метеостанции Абхазии работа идет в обычном режиме. В головной офис в течение дня стекаются данные из 4 метеостанций. Это данные о температуре, относительной влажности, солнечной радиации, осадках, влажности почвы, влажности воздуха, скорости ветра и так далее. Составляемый специалистами прогноз при этом по мировым стандартам может иметь погрешности, которые могут быть равны 100%. Мы изучаем карты. Бывают эти материалы, они ошибочные, то есть метеорологические условия, природные процессы, они, скорость их протекания бывают иногда по-разному. В течение суток, если в прогнозе было указано, что будут идти осадки, но в определенное время мы сказали, что их не будет, а в определенное будет, то все равно это означает, что прогноз оправдался. Оправданность прогноза, конечно же, составляет уже 50%. Говорят, у природы нет плохой погоды. Конечно, мнение по этому поводу у каждого свое. Дождь, солнце, заморозки или потепление – для обычных людей вопрос комфорта, а для синоптиков это важные данные о состоянии циклона и в целом о климате. Если мы прорвем вот эти результаты наблюдений, если мы прорвем этих исследований, в последующем будет намного труднее создать единое целое представление о погоде и климате на территории Абхазии. Первые метеоисследования на территории Абхазии были проведены в 1893 году. Об этом свидетельствуют архивные данные обсерватории города Обнинск. Годы спустя была построена метеорологическая станция на территории ботанического сада в Сухуме для изучения особого субтропического климата города-курорта. Выращивание других сельскохозяйственных и промышленных культур также диктовали необходимость знания климата. В общей сложности в советский период Абхазия была обустроена 27 метеорологическими станциями. Значительные гидрологические исследования, уникальные геоглициологические исследования, то есть накопление снега, развитие ледников в горной местности. Практически эти результаты наблюдений сегодня при прогнозировании погоды, даже в наше время, мы пользуемся теми архивными материалами. Что готовит день грядущий? Вопрос, на который часто ищем ответ. Что касается погоды, то вполне можно довериться данным гидрометеослужбы. Однако быть излишне придирчивым к точности прогнозов, наверное, не стоит, ведь природа так непредсказуема, и метеорологи в этом фактически бессильны. Асида Малия, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 16-18 градусов.
Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.